на фронте решили использовать верблюдов. В состав 28-й резервной армии, которая формировалась под Астраханью в качестве тягловой силы, было мобилизовано свыше 1000 двугорбых животных. Их набрали в местных хозяйствах, а также доставили из Казахстана и Туркмении. На верблюдах возили боеприпасы, горючее для танков и самолетов, продукты и воду для кухонь. С их помощью эвакуировали раненых красноармейцев. Кроме того, четвероногие обитатели пустынь отлично подходили для дальних рейдов по тылам противника. Артиллерийские системы буксировались, как правило, лошадьми, но это было там тройка, шестерка лошадей, связанная с специальным тяговым усилием для артиллерийских систем. А здесь 2 верблюда могли заменить 4-6 лошадей одновременно. По силе, по выносливости и по мощности своего мышечного аппарата они выдерживали многое. Дело в том, что очень флегматичный по своему характеру верблюд, он обеспечивал себе вот эту безопасность, когда грохот, когда пыль, разрывы эти, да, а ему практически он управляемый был, и поэтому его использовали, как правило, даже на переднем крае обороны. В 902-м стрелковом полку 248-й дивизии служило несколько десятков верблюдов, которые использовались в основном для буксировки орудий. В конце декабря 1942 года 28-я армия наступала в сторону Ростова-на-Дону. На берегах реки Маныч колонна нашей артиллерии была расстреляна немецкими танками. Много людей и животных погибло. В числе уцелевших был командир дивизионной пушки ЗИС-3 902-го полка сержант Григорий Нестеров и упряжка из 2 верблюдов – Мишки и Машки. 14 февраля 1943 года части советской 28-й армии взяли Ростов. Затем они участвовали в освобождении Украины, Белоруссии и Восточной Пруссии. В ходе многочисленных сражений большинство из 1000 призванных верблюдов погибли на поле боя, а выживших постепенно перевели в тыловые части. Однако Мишка и Машка довезли свое орудие до самого Берлина. Согласно полковому рапорту 30 апреля 1945 года, боевой расчет сержанта Нестерова произвел один из первых выстрелов прямой наводкой по Рейхстагу. После победы двугорбых членов расчета пушки определили в Московский зоопарк, а в 2010 году в городе Ахтубинске в честь служивших в армии верблюдов был установлен памятник.